Алматинский акимат отказался раскрыть условия, на которых российская компания Wildberries заходит в Казахстан. Этим вопросом заинтересовался гражданский журналист Михаил Беляков после появления новости о подписании меморандума между компанией и акиматом. Ему отказались показать документ, сославшись на то, что в нем есть пункты, запрещающие раскрывать подробности меморандума. Почему нам важно знать подробности соглашения? А дело в том, что в декабре прошлого года представитель нашего МИДа рассказал журналистам, что для выхода на казахстанский рынок Wildberries потребовали освободить их от налогов на 30 лет и помочь в строительстве складов. Согласитесь, VIP-условия, о которых казахстанский бизнес мог бы только мечтать. По словам дипломата, Wildberries тогда отказали, но теперь, когда мы знаем, что с меморандумом Wildberries засекречен, то где гарантии, что в акимате города Алматы не пошли на условия российского ритейлера? Мы не просим у акимата опубликовать меморандум, но у нас есть два важных вопроса. Будет ли платить налоги Казахстану Wildberries и придется ли алматинским налогоплательщикам оплачивать строительство складов для российской компании? Салем, достар! Я еще в прошлом году вас предупреждала, что ничего не стоит заказывать у Wildberries. Они нечестно работают, они часто используют мошеннические схемы, тем самым обманывая своего покупателя. Так журналисты и блогеры еще несколько лет назад выяснили, что под видом оригинальной уходовой косметики и средств по уходу своим клиенткам и клиентам они продают подделку, тем самым нанося вред не только их кошельку, но еще и их здоровью. А теперь выясняется, что наше государство, возможно, освободит их от налогов, будет строить им склады бесплатно. И это ведь даже не казахстанские предприниматели, и я сомневаюсь, что кому-то из наших предпринимателей что-то было бесплатно построено, ну максимум, что выдали бы кредит на каких-то выгодных условиях. И среди моих зрителей наверняка есть предприниматели. Вы сами знаете, насколько сложно бывает выбить помощь, что нужно оббивать инстанции, бегать, искать информацию самому, на это тратить очень много времени. Почему казахстанским предпринимателям никто таких поблажек не дает, как дали российскому Wildberries? Это наводит на какие-то, знаете, неприятные выводы. Обидно, действительно обидно. А я призываю вас просто объявить бойкот Wildberries. Жарайды достарым, сау болыңыз.